Здравия желаю, ребят. Здравия желаю. Здравствуйте. Как настроение-то? Нас ничего не сломаешь. Боевой. Ничего не сломаешь? Никак нет. Все правильно, хорошо. Самое главное боевой дух. Самое главное, то, что нужно победить. Здесь вам большое уважение. Идем только к победе. Сейчас на докомплектование, и тогда нужно отомстить. Так точно. Так точно. На землю будем говорить, что мы отомстим за своих. Сделаем. Да, конечно. Он молодец. Он сегодня уже поднимался. Поднимался, да? Да. Пытался стоять. Угу. Вот. Он все делает, он нам помогает, делает все для того, чтобы быстрее восстановиться. Ну, надо думать только об этом. Как восстановиться, быстрее поправить здоровье. Так точно. Да, и встать на ноги. Как у вас нормально? Они поступать начали где-то примерно минут 21-го, их начали вести. И Быстро. быстро, очень быстро. Приветствую. Вот, как и стоит, да? Прошли всех тут наших бойцов, и в Ростове в госпитале, и у ребят в части побывали. Они вам передают пожелания скорейшего выздоровления. Говорят, что за вас они там отомстят. Поправляйте самое главное. Сейчас немножечко лучше, да, вот за пару дней как-то он ну, так вот стал. более-менее пришел в себя. Когда будет транспортабельно, чтобы перевести туда? Но все равно, если вот начало следующей недели, то мы можем и транспортировать вот, или в Ростов, или в другие города, Москва, Питер, или даже Самара. Если потребуется. Да. Была сегодня возможность посетить ребят и в госпитале в Ростове, где им оказывается сейчас уже помощь. Но и для нас немаловажно сейчас было проверить, как была оказана медицинская помощь изначально, первичная здесь. Практически всем все необходимое было предоставлено. Сейчас уже на данный момент осталось 3 человека в республике, все остальные уже перевезены в Ростов и дальше уже в другие регионы Российской Федерации. Также была возможность встретиться с бойцами данного полка, которые абсолютно с кем мы пообщались, то есть выразили абсолютно понятный настрой за ребят отомстить. Ну, а наша задача, то есть все приложить для этого усилия. По тем ребятам, кому требуется помощь, то есть принято решение Министерством обороны, то есть им будет предоставлено, то есть и другие клиники при необходимости, другие госпитали. Ну а дальше уже все, как правило, выразили желание перебираться в Самарскую область, там, где будут положительно проходить реабилитацию. Сегодня мы действительно посетили ребят и в госпитале, и на боевых позициях. Радует то, что настрой у них боевой. Медицинский персонал, я скажу, сделал все от них зависящее, даже больше того, и внимательно, и медицинская помощь оказана в полном объеме. Вот, и уже сделан предварительный прогноз. Вот, радует то, что ребята все встанут в строй. Все мы сегодня могли убедиться, что они стойко переносят эту ситуацию. И наши парни, которые находятся сегодня и в госпитале, и здесь, все как один говорят о том, что мы должны вернуться в строй. И вот этот настрой, во-первых, позволит им выздороветь как можно быстрее. А во-вторых, этот настрой победный, конечно. Я благодарен Денису Владимировичу за то внимание его личное к бойцам. А парни, которые в местах передислокации, которые в строю и сейчас, они все настроены, конечно, и дать отпор врагу, и отомстить за погибших товарищей.